Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня пасмурно. Привезли вон еще КамАЗ ПГС. И еще один КамАЗ должны привезти будут. В общем, этот уже заканчивается. Там у нас ведутся работы. Сейчас подойду, все покажу. Тайга так и не нашлась. Есть разные предположения, но не буду загадывать заранее, как что узнается все. Так сразу вам скажу. Пока что поиски идут. Вы что, Сергей, здесь приспособу делаете? Козла? Козла, да. Чтобы удобнее ездить было, не таскать. Красота. Все столбы закручены. Ждем сетку. Через пару дней должна прийти. Сейчас начнутся сварные работы. Тут у нас Рамзик прудом занимается. Вот, накупили всяких инструментов для этого дела, потому что это все равно дешевле выйдет, чем мы заказывали бы бригаду или заказывали бы машину и заливали бы сами все. Ой, в смысле машиной бы. Так все равно дешевле выходит. Купить инструменты и самим все сделать. Помаши ручкой, бро. Он в наушниках. Посмотрите, как делает красиво. Цемент плюс камни. Красота. Вот это тоже машина булыжников стоит 30 тысяч в общем. Где-то 45 говорили, где-то 30. Вот нашли за 30 тысяч. Булыжники нужны. А кстати, у нас трава где была, Рамзан? Не помнишь, да, трава? Нет? Ну, сеять которую. Бытовки новой. В новой бытовке? В пакете? Ну, здесь еще 2 месяца она будет расти. Мы уже подлили. Слушай, воды, наверное, все, закрыть ее? Я уже закрыл. Закрыл. Я вольеры помыть сейчас пойду. Как раз вода нужна тоже будет. Тело у нас. Спрятался, не видно его. Алиточка. Алиточка. Красоточка. Так, а Акелу что-то я не вижу. Может, внутри там. Все, тихо. Друзья, еще привезли один КамАЗ ПГС. Красота. У нас, друзья, еще одна новость небольшая. Позвонили мне люди. Не буду говорить имена, откуда, фамилии. Скажу так, в общем, у Овчаренко, когда покойного, забирали всех валендов, когда он умер. В общем, оттуда забрали же собак, все поразбирались, все охотники. Не только Алексей же себе забрал, и я там, Грету, которую мне прислали, но еще были люди, которые забирали. И вот они сук там повязали, 2 суки валендов. 2 самок, в общем, повязали. Взяли помет от них. И все, и хотят застрелить. Мне просто, знают, что я занимаюсь этим. Тайга, нельзя, Тайга. Знаю, что этим занимаюсь. И
Поэтому позвонили, предупредили, сказали, что так и так. Если надо, забирай. Если не надо, то, в общем, застрелим. Поэтому я в такую ситуацию попал. Очень жалко, но долго думал, советовался и решил, что я заберу этих двух самок. Одной 8 лет, другой 5 лет. Одна беленькая, чисто. Вот там тоже линии Овчаренко. Одна линия по Зубова и Овчаренко, вторая линия чисто Овчаренко, которую водил он Валендов. Луйка, красотка. Вы две красотки мои, да? Уже почти вровень с ней стоишь. Будет вообще замечательно, если ты будешь у нас тоже такая же крупная. Ну-ка, давайте посмотрим вас. Ну да, почти. Сейчас буду убираться у них в вольере. Иди сюда, Арюшка. Красоточка моя. Идите сюда. Тебе сегодня 4 месяца исполнилось, да? Красотка, пофоткаемся с тобой, как обычно. Вот. Умница. Умка, иди сюда. Ума. Вот она, красотка. На весь золото ты у нас. Умочка, а ты? БШОшник. Швейцарская овчарка. Иди сюда. Я шучу, друзья, кто первый раз зайдет. Это у нас тоже гибрид в первом поколении. Но он очень похож просто на БШО. Даже в ветеринарке мы чипировали ее, говорю. Мы его чипировали и поставили прививку. И там написали БШО в паспорте. Я говорю, да как так? Даже не спросили, что за порода. Написали БШО. Вот. Она зуб, кстати, поломала здесь. Передний. Посмотрите. Так, ну дай покажу. Дай покажу. Ладно. Фурия, братишка. Братишка, твои зубы, конечно, белоснежные. Сейчас мне так нравится. Покажи. Покажи зубки. Покажи зубки. Дай сюда. Дай. Подожди. Дай посмотрю зубы. Дай зубы посмотрю. Не даешься уже, кабан. Так, и там у нас царь волков. Царек, сюда. Подойди, пожалуйста. Покажи себя людям. Красавчик. И Алитка у нас. Вален чистокровный. Выпустил детишек поноситься. В общем, взвесил сегодня Лую. Сейчас посадил ее кокеля. Вес в 6,5 месяца. У нее 28 килограмм. Достаточно крупная особь. В полгода 28 килограмм вес, тем более для самки. И тем более для валендов. Но, даст Бог, так и планируется такие выводиться. Именно крупнокалиберные. Ария у нас взвесил ее. Она, конечно, не как Луя, но у нее вес 17 500. 4 месяца ровно. Сегодня ей 4 месяца. Она весит 17 500. Ну, тоже, в принципе, это не маленький вес. Умка не дотянет до нее. Это точно. Хотя он кобель. В принципе, Луя весит больше, чем новая тайга. Вы представляете? Вес нашей Луи больше, чем новой тайги. Алита туда выбежала, ждет тоже. Сейчас я выпущу, пойду с ними прогуляюсь. Пойдем, Алитка. Так, сидеть сначала. Сидеть, 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 сказал. Сидеть, сидеть, молодец, сиди, сидеть, сидеть. Нельзя никуда, сидеть. Алита, сидеть. Сидеть, сказал. Нельзя. Нельзя никуда. Можно. Насчет новых валендов.
Лую отсажу, малышей тоже что-то придумаю, поразбрасываю их по выгрузочным зонам, скорее всего. Ну или не знаю, но буду думать, в общем. Потому что планируется осенью строить помимо выгрузочных зон еще вольеры вот такого типа для воллендов. И предыстория небольшая, я не помню, говорил, нет. Грету кто мне отдавал? Василий. Василий, как что вообще изначально получилось? Он мне позвонил, говорит, так и так, тут есть охотники некие, они как бы, как сказать, ну, в общем, взяли, вот, как говорил, племенной материал у Овчаренко этих собак, повязали, кем им нужно было, и вот все, хотят избавиться. Ну, он успел, забрал у них их и сказал, ну, чтобы их не застрелили, ничего с ними не сделали. Вот, я тебе их только могу предложить, потому что больше некому. Ты занимаешься, говорит, давай, вот тебе отдам этот материал племенной. Ну и, в общем, подумал, решил, ну, в принципе, думал, все обдумывал. В общем, как получилось, так получилось. Вот сейчас на доставку будем думать. И уже нашли, в принципе, машину. До самого Питера должны доехать. Куда собрался? В кусты прятаться? Ну? Алитка, красоточка. Где потеряли-то королевишну? Он как гацает. Все повторяет. Молодец. Так, тут у нас Ария в другой стороне.
Давай, 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 вперед. Умка, ты что, устал? Носиться, загоняли тебя, да, старшики? Загоняли тебя старшики. Старшики на месяц всего лишь старше тебя. Давай вперед, Ария. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Лита там шубушит. Этим играться. Давай, Ария, вперед, вперед. Интересно, он побежит за ними? Нет, стоит возле меня. Умка чисто маленький по спорту. На пятки наступает. Вышли на дорогу. Нам навстречу какой-то едет автомобиль. Что вы, гибридики? Алита вон помчалась, а вы здесь тусуетесь. Давай, вставай. Умка. Давай. Дай. Умка. Ария. А посмотрите, Ария куда рванула. Ария, иди ко мне. Нет, вы там не выйдете. Ария, иди ко мне. Ария, иди ко мне. Иди сюда. Посмотрите, как испугалась. Сейчас, Умка, идем. Идите сюда. О, шугается, как на автомобиле. Ария. Где она? Ария, идите ко мне. Иди сюда. Сейчас. Иди. А то как в топку дала. Ой-ой-ой. Весь себе бампер покоцал. Мужчина. Ну, в принципе, адекватно, все равно реагирует. Есть такие, которые бы рванули и забились бы куда-то без оглядки. Умка, я думал, будет себя еще осторожнее вести, но он нормально, он себя повел. Особо не боялся, он ко мне подбегать начал, когда машину увидел. Друзья, странная машина. Сказал, проедем, не проедем там, а встал, теперь стоит. Что у него там? Кто такой? Ага. Все понятно. Пойдем, Марья. Ой, нам соседи втык дадут. По морковке бегаешь. Где Алита? Алита вообще убежала куда-то. Этот здесь. Вообще в лес рванул. Сейчас его вызывал оттуда. Пойдемте. Ничего, нахаживаем перед охотой. Что вообще? Это вообще в лесу там где-то. Вон она. Зайцы, наверное, ищет там морковки. Нахаживаю, чтобы Умку брать с собой, Арию, Умку. У нас будет 5, наверное. Чисто одни самки, кроме Умки. Получается Луя, Новая Тайга, Ария, Алита и Умка. 5 гибридов и валендов. Просидел здесь, наверное, уже минут 25. Алита куда-то дернула.
Вот где я заснял последний раз, и все, я ее там потерял. Вон, походу, ее Ария увидела, пошла за ней. Но машина так и не отъезжает. Вот как встала и стоит. Ждет, наверное, пока я уйду. Но они за мной смотрят, наверное, видят, что я снимаю. То и Умка туда побежал. А у меня как раз навигатор сел. Надо идти заряжать. Вон она, Алита. Я думаю, что чайки-то взлетели. Она там пытается словить, наверное. Вот один раз сожрала, теперь охотиться будет на них. А эти он смотрит. Что-то Алита со скоростью света вот отсюда не успел заснять и в лес резко побежала. Может, зайчика увидела. А эти все в развалочку ходят. Прогулка у них. Все измазались в грязи. Умка вообще весь черный вон. Низ весь черный в земле. Ария тоже вся грязная, вымазалась. Ужас.